Каждая стройка в Коми под пристальным вниманием Государственного регионального строительного надзора, который в прошлом году провел более 90 внеплановых проверок. Не обошлось без административных наказаний. Общая сумма штрафов перевалила за 1 миллион рублей. Есть и положительные моменты. В 2017-м выдали 70 заключений в соответствии требованиям технических регламентов. Так уж получилось, что все социальные объекты так или иначе связаны со спортом. Итак, Виктория Палкина о невидимой и кропотливой работе надзорного ведомства. В среднем за время строительства социальных объектов представители стройнадзора бывали на площадке не меньше 5 раз за год. Интересует все – от применяемых материалов до сроков строительства. К подрядчику, который возводил бассейн в Микуне, больших претензий на финальном этапе не было. В здании установлены 2 плавательные чаши, большая и малая. Чашами занимались московские специалисты – от свай до плитки и установки современной системы очистки воды. Она в бассейне будет циклировать постоянно и проходить несколько ступеней очистки. Эту систему надзорное ведомство проверяла особенно тщательно. После насосного оборудования вода поступает на фильтра, которые заполнены специальным кварцевым песком. То есть это получается первая стадия очистки у нас. После того, как вода очистилась, у нас она идет на нагрев. То есть стоят у нас нагреватели проточные, теплообменники. И после того, как вода нагрелась, она уже поступает, получается, в биологическую очистку. Вот представлена этим аппаратом. Она с помощью ультрафиолетовых ламп уже очищает биологически. И последняя стадия, проходя, получается, через эти баки-дозиметры, сюда поступает уже химия, необходимая для того, чтобы завершить процесс водоподготовки. И уже очищенная вода поступает в сам бассейн. По отработанной программе региональный стройнадзор принимал и бассейн в Ухте. Длина ванны 25 метров. Объект оснащен современным технологическим оборудованием и качественной системой очистки воды. А вот в Сосногорске строительство бассейна в самом разгаре. В будущем спортивном объекте уже смонтированы электросистема, вентиляция и канализация. Один из важных технологических этапов – подключение объекта к теплу. Поскольку без отопления большинство внутренних работ проводить нельзя. Запускали теплоносители в 4 этапа. Потому что в зимний период и полностью все здание запустить холодное, это могло быть чревато для самой системы отопления, где-то могло прихватить ее во время запуска, потому что все материалы, трубы, все это холодное, и пускаешь воду, она идет по диаметру трубы 15, и, соответственно, если где-то что-то, какой-то нюанс, она остановилась, в течение часа может замерзнуть. Из-за этого пускали поэтапно, чтобы постепенно прогревалось помещение и чтобы полностью все это запустить. Представители стройнадзора с проверками выходят сюда раз в 2 месяца. Были здесь и предписания. Замечания касались металлических конструкций. А еще подрядчика наказали за грязь на площадке. Понятно, что контролировать порядок там, где работают сразу несколько бригад, сложно. Также работы производим по электрике, вентиляции, соответственно, по пожарной сигнализации прокидываем. Эти работы ведутся параллельно с работами по устройству всех внутренних перегородок. Затем приступаем вокруг чаши заливается стяжка и устройство теплых полов. Эти работы и заканчиваются. И после этого только приступаем непосредственно к отделочным работам чаши бассейна, чтобы не повредить покрытие, так как покрытие у нас мембранное. То есть все работы по устройству бассейна мы должны завершить вот эти грязные работы до чистовых именно отделочных работ. Ну и потом уже переходим непосредственно в помещение душевые, в холл. Все грязные работы мы завершим, то есть и уже будем идти на выход к выходу помещения, чтобы делать уже все чистые работы. В прошлом году специалисты Государственного регионального строительного надзора проверили 359 объектов. Понятно, что самые проблемные – это, конечно, долгострои. Тот же санаторий Серегова для инспекторов уже стал вторым домом. Ну, в общем-то, как вы уже поняли, будем говорить о строительстве и обо всем, что с ним связано. В этой студии сегодня руководитель службы Республики строительного жилищного и технического надзора Роман Шашев. Роман Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот мы вкратце итоги по некоторым направлениям подвели в сюжете. Вы, как руководитель, как бы оценили свою работу и работу ведомства в прошлом году?
Ну, хочется сказать, что по результатам работы, в принципе, мы получили удовлетворение от того качества, от того, как улучшилось качество строительства как объектов социального назначения, так и многоквартирных домов. На сегодня у нас под надзором находится более 400 объектов. Из них это 70 многоквартирных домов. Контроль, надзор ведется, начиная от закладки фундамента и заканчивая вводом дома в эксплуатацию, ввод которого невозможен без получения соответствующего нашего заключения о соответствии объекта. То есть мы следим полностью за качеством проводимых работ, следим за тем, чтобы на объектах соблюдались правила техники безопасности, правила пожарной безопасности и обеспечение безопасности строительства, проведения работ по строительству объектов. То есть какого-то отдельно взятого элемента нет? Вы работаете целиком в комплексе по всем направлениям равномерно? Естественно, да. Хорошо. В таком случае были ли так называемые проблемные объекты и какова их судьба по республике? Ну вот на сегодня у нас самые проблемные объекты – это те объекты, которые строились по договорам долевого участия с гражданами. Это объект, оставшийся на улице, на Нагорном проезде. Это объекты, находящиеся на Ручейной, то есть там 3 дома по улице Панева находятся в достройке. И объект в Ильгарте, объект, который строился организацией Кречет. На сегодня по Нагорному определено, что застройщик сменился, застройщиком назначен Фонд жилищного строительства Республики Коми, определен подрядчик, с которым 31 января уже был заключен договор подряда. По объектам на Ручейной также вопрос решился путем смены застройщика на фонд. В настоящее время ведется процедура оформления прав на незавершенные объекты строительства для дальнейшей достройки их. И прогнозы каковы? Что объекты будут введены в эксплуатацию, и граждане получат свои квартиры, за которые была проведена оплата в рамках договоров долевого участия. Но у нас есть еще один такой крупный объект, и вот эта история получила счастливое продолжение, о котором сейчас расскажет нам Константин Куратов. В 2017 году в поле зрения Республиканского стройнадзора было 6 проблемных объектов, которые возводились в рамках договоров долевого участия граждан. К решению вопроса подключили чиновников всех уровней. В итоге в нашумевшей истории с жилым комплексом «Солнечный» в Сыктывкаре поставили точку. В 16-этажном доме жилье получили 110 семей. Сегодня на контроле остается 5 объектов. И это не только сыктывкарские площадки. Есть вопросы у застройщиков Сыктывдинского и Книжпогосского районов. И все же самыми проблемными остаются 2 квартала комплексной застройки по Нагорному проезду и улице Ручейной в столице Коми. На смену ненадежному застройщику, дело о банкротстве которого рассматривает арбитражный суд, пришла новая компания. Достраивать дома будет Фонд развития жилищного строительства Республики Коми. Счастливый финал этой истории ждут почти 100 дольщиков. Да, мы надеемся, что таких прецедентов положительных будет значительно больше. Вот если мы будем сравнивать и делать определенный срез по республике, какой район или город вот оказался самым проблемным, где вот самые недобросовестные были застройщики? Естественно, это город Сыктывкар, так как в нашем городе строится достаточное количество многоквартирных домов, используется активно схема привлечения денежных средств по договорам долевого участия. И практически все объекты находились на территории города Сыктывкара. Угу. Вот мы говорили о нескольких административных делах. Дошло ли хоть раз дело до суда в смысле уголовном? В настоящее время по тем объектам, которые строились организацией ИСК, материалы находятся в рассмотрении правоохранительных органов, но окончательное процессуальное решение еще не вынесено. Угу. Хорошо, мы продолжаем работу в прямом эфире, это я говорю для вас, уважаемые телезрители. Мы сегодня говорим на очень важную, как мне кажется, проблему и тематику в целом. Это строительство и ремонт уже построенных домов. Если у вас есть определенные сложности или вопросы в этом разделе, то звоните, мы готовы на них ответить. Довольно-таки часто вопрос звучит в нашей программе «Ревизор», и очень важно его, наверное, озвучить в данном случае в нашем формате. Прецедент следующий. На материнский капитал начинает строиться индивидуальный дом. Подрядчик банкротится. Пенсионный фонд спрашивает, собственно, где деньги и что с ними происходит. Ситуация почти как с долевым строительством, но в данном случае человек не защищен законодательно. Что делать? К сожалению, в данном случае используются условия договора подряда, которые заключаются непосредственно гражданином с подрядной организацией. В этом случае что хочется посоветовать, чтобы при заключении договора граждане особое внимание
уделяли тем условиям, на которых он заключается. И в том числе в договоре возможно предусмотреть поэтапную оплату работ, то есть по факту выполненных работ. Не оплачивать полностью всю сумму изначально при заключении договора, а контролировать деятельность такого подрядчика и приостанавливать оплату в случае непроведения какого-либо объема работ. А если факт, допустим, совершенный, и несмотря на репутацию, возможно, даже хорошего подрядчика, ситуация случилась, как поступать? Если ситуация случилась, в любом случае нужно принимать меры по гражданскому, которые предусмотрены гражданским законодательством, в том числе взыскание в судебном порядке. И в случае, если организация действительно банкрот, то единственный вариант для такого гражданина, который вступил в правоотношения с таким подрядчиком недобросовестным, это обращаться за взысканием денежных средств через службу судебных приставов. На сегодня, к сожалению, в отношении таких домов государственный строительный надзор не ведется и осуществляется непосредственно гражданами и подрядчиком. Я понял, все-таки быть бдительными – это дешевле. Конечно, да. Это очень важно. Оставайтесь с нами, уважаемые телезрители, мы продолжим уже очень скоро. На Йоргане продолжаются детали дня. Мы остановились на теме строительства в этот понедельник. И следующий вопрос более уже узконаправленный, что ли, он несколько сезонный. Этой зимой у нас с осадками определенные проблемы в том, что хотя бы их гораздо больше, чем традиционно для этого времени года, хоть и зимнего, но тем не менее. Много ли жалоб на управляющие компании от жителей поступает? Я, насколько знаю, у вас даже есть горячие линии. Да, у нас организована горячая линия в зимний период по теме уборки снега и очистки кровель от снега. В нашу линию поступают обращения. За зимний период поступило порядка 30 обращений от граждан на бездействие управляющей компании по уборке с территории и кровель от снега. Нами проводились соответствующие проверочные мероприятия. Было возбуждено 15 административных дел. По 5 материалам руководители управляющих компаний были привлечены к административной ответственности. Хочется сказать, что работа по обеспечению надлежащей уборки территории от снега, она начала проводиться еще с лета 2017 года. То есть в адрес всех управляющих компаний были направлены уведомления о необходимости внесения такого вида работ, как уборка территорий от снега, от наледи, в действующий договор управления, что управляющими компаниями было фактически реализовано. В дальнейшем нами совместно с органами местного управления были организованы рейдовые мероприятия по территориям муниципальных образований на предмет своевременной очистки кровель. Управляющим компаниям в случае выявления нарушений выдавались предупреждения о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства в этой части. В случае невыполнения таких требований управляющие компании в дальнейшем привлекались к административной ответственности. Насколько мы все знаем, управляющие компании в данный промежуток времени, может быть, или с момента своего создания, не всегда отличаются продолжительностью своей жизни. Вот нам в этой связи интересно, сколько появилось и, напротив, упразднилось управляющих компаний за 2017 год. И с чем это было связано, в первую очередь? За 2017 год было обращений в нашу лицензионную комиссию от 30 управляющих компаний за получением лицензии. В связи с тем, что формально они соответствовали требованиям, которые предъявляются к лицензируемому виду деятельности по управлению многоквартирными домами, им лицензии были выданы. В отношении 6 управляющих компаний в связи с банкротством было принято решение о лишении их лицензии. Более того, с изменениями, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, запрещена деятельность организаций клонов, так называемых, которые принимают наименования, которые отличаются фактически либо с большой, либо с маленькой буквы. Нами направлены в их адрес предостережения об устранении нарушений и внесении изменений в свои фирменные наименования. В случае, если не будет выполнено, то данные организации будут автоматически лишены лицензии службой. А сами граждане насколько активно? Жалуются в данном случае, другого эпитета нет. Управляющей компании. Достаточно часто граждане жалуются. В наш адрес поступило более 6 тысяч жалоб за 2017 год. То есть показывает, что жители не удовлетворены деятельностью управляющей компании. Но хочется отметить, не прикрывая управляющей компании, так скажем, что при проверке устанавливается, что заявление в адрес управляющей компании не поступало от того или иного гражданина на устранение нарушений в части содержания многоквартирного дома, либо в части улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг.
Но в любом случае управляющая компания в случае подтверждения фактов, изложенных в обращении гражданина, привлекалась к административной ответственности. На сегодня у нас механизм привлечения именно управляющей компании используется крайне редко, в связи с тем, что фактически деньги, которые аккумулируются на счетах управляющей компании, они складываются из платежей жильцов за жилищно-коммунальные услуги. И нами применяются меры по привлечению руководителей управляющей компании к административной ответственности. На сегодня, в связи с тем, что один из руководителей управляющей компании неоднократно не исполнял требования, предусмотренные законодательством, была проведена первым судом процедура дисквалификации данного руководителя от руководства деятельностью управляющей компании. Угу. Ну, у нас есть еще вторая, может быть, даже в данном случае третья сторона, которую мы тоже обязательно услышим. Но я просто нашим зрителям не хочу рассказать о том, что начиная с мая 2015 года жизнь организаций, занимающихся управлением в сфере ЖКХ, она в принципе значительно усложнилась. После принятия 255-го федерального закона ужесточились требования, предъявляемые к их деятельности. Теперь деятельность таких организаций подлежит обязательному лицензированию, и действующие лицензии на обслуживание и управление многоквартирными домами работать не имеют права. Главное значение данного нормативного акта состоит именно в оставлении на тех компаний, которые в добросовестном порядке наиболее качественно и выполняют собственные обязанности управления многоквартирным домом. Однако, по мнению управляющих компаний самих, такой закон требует доработки. Давайте посмотрим. Появились новые требования, которым мы должны теперь соответствовать. Надзорные органы осуществляют больше контроля за управляющими компаниями. В свою очередь мы, конечно, стараемся работать с того момента с людьми честно и открыто, потому что это на сегодняшний день немаловажный фактор. Пытаться вникнуть в их проблемы и в кратчайшие сроки их устранить. Со стороны жильцов они тоже должны понимать, что не всегда стоит прибегать к обращениям в надзорные органы, не обратившись перед этим в управляющую компанию. Потому что наказание следует за управляющей компанией, которая даже могла не знать о проблеме, происходящей в квартире того или иного жильца. Что касаемо еще, новых постановлений, новых регламентов, люди должны понимать, например, такое оборудование, как лифты. Они ломаются, срок регламента ремонта 1 день. Соответственно, запчастей в Сыктывкаре просто нет специализированных магазинов. Такое количество, когда их 5 или 6 моделей существует, мы не можем держать, соответственно, у себя на базе целые лифты. Поэтому приходится заказывать, сроки поставки иногда от недели и выше, вплоть до месяца. Вот такие проблемы возникают. То есть по закону проверяющий выходит и просто фиксирует нарушение, которое превращается в штраф 250 тысяч. Ну, вот такая позиция Романа Анатольевича, она имеет право на жизнь? Ну, я в части претензий управляющей компании к действующему законодательству, поддержу. В то же время хочется сказать, что в свое время при введении процедуры лицензирования, при обсуждении процедуры лицензирования, нами направлялись предложения о том, что, во-первых, при выдаче лицензии нельзя оценивать только размещение информации на определенных информационных государственных системах, но необходимо все-таки оценивать и наличие персонала управляющей компании, наличие профессиональных специалистов, которые могут осуществлять ту или иную работу, в том числе по содержанию территории. Также необходимо было оценить наличие техники для очистки территорий. То есть на сегодня все-таки между управляющими компаниями и потребителями жилищно-коммунальных услуг действительно отсутствует эффективная связь. Граждане, не доверяя управляющей компании, непосредственно сразу идут в контрольно-надзорные органы, в прокуратуру, и применяются, естественно, меры административного взыскания, которые не позволяют управляющей компании в силу их значительности исполнить в надлежащем порядке свою обязанность. Я понял. А с чем вы это связываете? Почему люди не хотят общаться непосредственно с управляющими компаниями? Люди, наверное, не доверяют до сих пор управляющим компаниям в связи с тем, что в свое время у нас была проблема с такой организацией, как ЖУК, который у всех на слуху, то есть человек, помнят, слыша наименование, он ассоциирует любую управляющую компанию с тем, кто вытягивает деньги и тратит их только на выплату себе зарплат, премий.
фактически не замечаю работ. Но в этом есть и отчасти вина управляющей компании. Например, в жилищном кодексе определена обязанность управляющей компании ежегодно в течение первого квартала отчитываться о своей деятельности. Если бы управляющая компания открыто выходила на собрание собственников, показывала реально выполненные работы, показывала акты выполненных работ, показывала оплату, то есть обеспечила открытость своей деятельности, у граждан вопросов бы не возникало по поводу того, куда тратятся их деньги. А вот на что граждане чаще всего жалуются, имеются в виду на управляющей компании? Большая часть, конечно, обращений, это процентов 60, это на содержание общего имущества многоквартирных домов. Но это все-таки связано не с тем, что управляющая компания бездействует. Большая часть домов находится без проведения капитального ремонта с момента приватизации данных квартир собственниками помещений. Программа капремонта начала действовать недавно, фактически, то есть не проведен тот необходимый объем капитального ремонта в отношении инженерного оборудования многоквартирных домов, который был необходим для того, чтобы дом находился в надлежащем состоянии. Управляющая же компания в силу тех тарифов, которые утверждает, она может выполнять только текущий поддерживающий ремонт, но не проведение капитального ремонта, который может быть проведен в том числе не только за деньги регионального оператора, но и за счет собственников жилых помещений. Ну а если представить себя и всех нас оптимистами, ну или в данном случае реалистами, если мы говорим о сегодняшнем дне, можно ли сказать, что за вот несколько этих лет управляющие компании стали более ответственными? Это действительно можно так сказать, потому что когда мы выходим на проверку, видим нарушения, на момент составления протокола зачастую управляющие компании приносят подтверждающие материалы и подтверждают о том, что работы после выхода нашего инспектора уже выполнены. Угу. То есть мы можем надеяться, что через год-два, когда будет налажена связь между потребителем и управляющей компанией, в принципе, когда наладится нормальный диалог, тогда проблем с несогласием с деятельностью управляющей компании не будет. Когда вы говорите об информировании со стороны управляющей компании, у всех одинаковые стандарты в этой связи? То есть как регулярно нужно вывешивать объявления о том, что меняются определенные там какие-то не тарифы, а что-то вот такое? Вот проблема в этом, по-вашему? Стандарт единый, да. И еще хочется одну из проблем указать о том, что управляющими компаниями неоднократно, в течение года периодически гражданам предлагается повысить тариф с учетом их требований к содержанию их дома, но граждане не соглашаются на увеличение тарифа, который бы действительно помог дом привести в то состояние, которое необходимо для обеспечения надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг. То есть здесь нужна работа управляющим компаниям в рамках стандартов установленных. То есть по истечении первого квартала в течение первого квартала они должны отчитаться о своей деятельности за предыдущий год. Обязательно перед собранием. А как часто вы общаетесь с управляющими компаниями именно на этот предмет? Или у вас есть какая-то регулярная рассылка информационная, в которых вы просто информируете их о правилах ведения той или иной работы? У нас ведется постоянный мониторинг в связи с тем, что на территории Российской Федерации введена такая государственная информационная система, как ГИС ЖКХ. Мы отслеживаем деятельность управляющей компании, куда размещается вся информация об их деятельности. То есть мы мониторим этот информационный ресурс. И по истечении первого квартала 2018 года будут приниматься меры в отношении компаний, которые не приняли мер по информированию граждан о своей деятельности. Вот теперь ясно. И в завершении эфира у нас очень мало времени. Если можно обозначить приоритеты, то обозначьте эти приоритеты. Что будет главным для вашей службы в этом году? Приоритеты, они остаются все-таки едиными из года в год. Это обеспечение качества вводимого жилья, качество тех социальных объектов, которые строятся на территории Республики Коми, в том числе за счет средств республиканского бюджета. Это и повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг со стороны потребителей. И организация все-таки информационной деятельности. То есть у нас постоянно ведется информационная деятельность, у нас создана группа ВКонтакте, где мы размещаем полезные и интересные материалы, которые рассказывают, каким образом устроено правоотношение в сфере жилищно-коммунальных услуг.
И с гражданами мы ведем постоянный контакт, то есть это и личные приемы, и какие-то выезды. То есть у нас постоянная работа ведется. Но все-таки нужно стараться гражданам находить контакт с управляющей компанией в первую очередь, потому что так или иначе они все равно задействованы в этой общей работе. Да. Спасибо вам большое, спасибо за то, что нашли время. Наш эфир завершен. Это были «Детали дня». Все программы телеканала «Юрган» вы можете найти на сайте jurgan.rf. Всего доброго.